Во второй галской средней школе обучаются 670 детей, преподают более 70 учителей. В общем, с 1 сентября жизнь в этих стенах кипит, а особое внимание уделяется занятиям спортом. В образовательном учреждении есть спортзал, но помимо уроков физкультуры, которых, к слову, около 70 часов в неделю, в нем проводятся турниры, соревнования как школьного, так и районного и республиканского уровней. Спортзал был сильно перегружен, поэтому было решено обратиться к государству с просьбой строительства спортивной площадки на территории школы. Спортзал уже не выдерживал эту нагрузки, поэтому мы встали перед дилеммой, как дальше быть. И вот здесь, на той территории, где мы сейчас стоим, располагались еще со времен Советского Союза подсобные помещения, которые они уже пришли в негодное положение, ветхое, они сыпались, рушились, вызывало опасность для детей. И мы пришли к выводу, что если бы убрать вот это вот старые ветхие помещения, здесь построить бы такую вот спортплощадку, было бы хорошо. По поручению президента Аслана Бжания при поддержке Кабмина и парламента республики на строительство спортивной площадки на территории второй галской школы из республиканского бюджета было выделено около 6 миллионов рублей. Заказчик работ — управление капитального строительства. Подрядчик — компания «Акра Групп». И мы быстренько в течение 10-15 дней получили отклик на наше обращение. Сюда приехали специалисты УКС, Абхазстроя, произвели замеры, планировку, убрали старые помещения, сравняли, подсыпали, спроектировали. И вот в прошлом году, в конце ноября, начале декабря, это помещение было с нуля построено, завершено. Просто нужно было выждать некоторое время для того, чтобы это все осело, особенно вот это покрытие, каучук. Потом надо было подсыпать вот кварцевый песок здесь вот лежит. Поэтому мы ждали полгода, и пока это все пришло в норму. Это все пришло в норму, и летом специалисты приехали, подсыпали, провезли технику, которая вот должно было здесь поработать. Это все было проведено. 2 сентября в торжественной обстановке спортивная площадка была открыта. Кроме того, в этот же день здесь состоялся матч по мини-футболу среди школьников и педагогов. Кстати, заниматься физкультурой сюда могут приходить не только учащиеся, но и местные жители. Мы никому доступ не запрещаем, хотя он стоит на территории нашей школы, на балансе нашей школы, но мы даем возможность всем здесь пользоваться этой площадкой, у кого есть желание. Но все рады, потому что таких объектов у нас в районе и в городе немного, их единицы. И все, кто любит спорт, могут пользоваться этой площадкой. Здесь у нас после уроков каждый день проводят секция по футболу, здесь проводит тренировку. Здесь сейчас дети бегают, соревнуются по скорости бега, на перегонки здесь борются, прыгают в высоту, в длину. То есть здесь сейчас активно на уроках физкультуры, вот младшие и средние классы активно этой площадкой пользуются с утра до 3 часов. Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто был причастен к строительству этого объекта, начиная от финансировавших это, проектировавших и тех, кто это непосредственно строил. Всем огромное спасибо, это большое дело. Это показывает, что абхазское государство серьезно относится к здоровому образу жизни учащихся и к комфортному пребыванию учащихся в школе. По словам директора школы, на этой спортивной площадке будет проведено множество спортивных мероприятий, а уроки физкультуры станут еще интереснее. Гугуца Варданя, Гинал Гвинджия, Абхазское телевидение.